Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на онлайн-семинаре. Сегодня мы хотим затронуть очень актуальную тему. Это формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных чрезвычайных ситуациях у младших школьников. Но прежде чем приступить к нашему семинару, я обращаюсь к вам, дорогие коллеги. Если по ходу нашего семинара у вас возникнут какие-либо вопросы к нашим экспертам, я прошу их писать в чате. После каждого выступления мы будем на них отвечать. Итак, начинаем нашу работу. Каждый человек, и взрослый, и ребенок, в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации, столкнуться с опасностью. Даже самая обычная обстановка может стать опасной, если не знать правил поведения на улице, в транспорте, дома. В таких ситуациях самыми беззащитными оказываются дети. Сохранение здоровья и формирование у детей культуры безопасного, ответственного поведения в отношении своей жизни на сегодняшний день рассматривается как одна из основных задач системы образования. По данным статистики, дети – это одна из тех категорий, которые наиболее часто оказываются в экстремальных и опасных ситуациях. Они же являются самыми незащищенными. Наиболее благоприятным для формирования культуры безопасности жизнедеятельности является младший школьный возраст. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности в большинстве случаев является причиной несчастных случаев гибели детей. Совсем скоро наступят новогодние праздники, а у детей зимние каникулы. В целях предупреждения травмирования и детской гибели необходимо напомнить о правилах безопасного поведения. И сегодня вас будут вооружать информацией и рекомендациями следующие эксперты в этой области. Это Немчинов Владислав Николаевич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара. Оксаниченко Нина Викторовна, инспектор отделения по безопасности дорожного движения ГИБДД по городу Сыктывкару. Ишутин Антон Дмитриевич, старший инспектор отделения по безопасности дорожного движения ГИБДД по городу Сыктывкару. И Ваулина Елена Юрисовна, методист Центра информационных технологий Комреспубликанского института развития образования. Переходим к первому блоку нашего мероприятия. Существует много причин возникновения пожара, но часто именно неосторожность и детская шалость служат поводом для огня. О формировании культуры безопасности жизнедеятельности в области пожарной безопасности и правилах безопасности при использовании пиротехники нам расскажет Немчинов Владислав Николаевич. Владислав Николаевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, педагоги. Сегодня традиционно мы собираемся на семинаре, который направлен на обеспечение безопасности несовершеннолетних, привитие пожаробезопасного поведения наших детей и научить, как действовать себя в случае чрезвычайной ситуации, экстремальной ситуации, той или иной ситуации. Ежегодно у нас наступают новогодние каникулы, соответственно, дети предоставлены сами себе. Соответственно, необходимо вам, как педагогам, осуществляющим контроль в школах с младшими школьниками, соответственно, работать по привитию пожаробезопасного поведения на объектах учреждения образования. В первую очередь надо заинтересовать детей, что такое безопасность, что такое пожар, что такое чрезвычайная ситуация, довести данную информацию, рассказать, что приводит данная шалость той или иной ситуации. На сегодняшний день Главное управление МЧС России, вообще в целом по МЧС России, одно из приоритетных направлений – это проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними. С нас эту задачу никто не снимал, даже в период пандемии. Соответственно, мы данную работу проводим дистанционно, в онлайн-формате, на объектах образования, на объектах дошкольного учреждений. Также проводим работу с социальными учреждениями, с неблагополучными семьями, детьми, которые подвержены и находятся в опасности в той или иной ситуации. В целом у нас новогодние каникулы начинаются, необходимо в первую очередь это что? Те же самые руководителю, учителю начальных классов
на уроках довести информацию, то, что пожар – это плохо, нельзя баловаться спичками, зажигалками, поджигать траву, соответственно, поджигать дома соответствующую елку, там, гирлянду. Вот. Были случаи такие у нас в республике. Вот. Зачастую у нас происходили травмы, гибель детей на территории республики Коми. У нас есть такая статистика. Вот. Данную статистику мы доводили и в прямом эфире по республике Коми, соответственно, на наших сайтах. Но наша цель сегодня – это рассказать, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, как обезопасить себя в той или иной ситуации, находясь на объекте образования, находясь в квартире. Ну, в первую очередь необходимо изучить элементарные требования пожарной безопасности, то есть довести до детей. То есть, как я ранее говорил, тут нельзя баловаться спичками, зажигалками. Соответственно, находясь в квартире, той или иной ребенок не должен находиться один без родителей. Соответственно, при наступлении Нового года, соответственно, каждому ребенку родитель делает подарок, устанавливает елочку, вешает электрогирлянду, игрушки. Соответственно, каждая электрогирлянда и елочка должна быть сертифицирована. Это обязательно, это довести до каждого родителя. То есть, соответственно, вы, педагоги, тоже это должны знать. Значит, при покупке в специализированных магазинах должны в обязательном порядке спросить сертификат на данное изделие. Значит, в случае, если при проведении мероприятия или, соответственно, в быту вы выявили то, что данная электрическая гирлянда иллюминация начинает мигать, искрить, соответственно, необходимо ее сразу выключить и убрать ее, обесточить. Соответственно, также обратиться, где приобретали, с претензиями. Значит, елка новогодняя должна устанавливаться на устойчивом основании, не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов, систем отопления и кондиционирования. Также, если проводится мероприятие у вас учреждение, соответственно, актовый зал предназначен для определенного количества людей, детей, находящихся в этом зале. То есть нельзя превышать нормативные требования нахождения там того или иного количества детей. Также уменьшать ширину проходов между рядами, устанавливать дополнительные кресла и стулья. Также, соответственно, зал, где будет проводиться данное мероприятие, необходимо осмотреть перед началом мероприятия, обеспечить перечень средствами пожаротушения. Туда входят и огнетушители, внутренние пожарные краны, если имеются в наличии в здании. И, соответственно, знаки пожарной безопасности. Что касается огнетушителей. Значит, у нас на сегодняшний день имеется 3 типа огнетушителей. Это порошковый, углекислотный и воздушно-пенный. Ну, как показывает практика, все объекты образования в основном обеспечиваются порошковым огнетушителем. Значит, данные огнетушители должны быть исправны. Они должны быть паспорта, сертификаты. Если данный огнетушитель подходит перезарядка, то необходимо произвести замену и перезарядить их. Помещение, где проводится данное массовое мероприятие, должно быть обеспечено не менее 2 огнетушителями. Посмотрите внимательно эвакуационные выходы, которые ведут из помещения. Значит, в данном помещении должны быть 2 независимо рассредоточенных эвакуационных выхода. Они должны быть свободны, не загромождены. Чтобы рядом ничего не стояло, чтобы могли в случае чрезвычайной ситуации покинуть данное помещение. В целом, по зданию, значит, здание в целом, перед началом всех новогодних мероприятий, руководитель учреждения должен проверить на обеспечение пожарной безопасности. То есть вызвать обслуживающую организацию, чтобы они проверили систему противопожарной защиты. Туда входит автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения управления эвакуацией людей в случае пожара, аварийное и эвакуационное освещение, которое проходит по путям эвакуации. И, соответственно, каждый объект у нас образования выведен на единую диспетчерскую службу 01. Это прямая связь в случае обнаружения то факта задымления или иного факта сработания сигнализации, то есть незамедлительно наше подразделение выезжает на данное учреждение. Соответственно, тоже это прямая связь, то есть должны проверить. У каждого учреждения есть договора. Так что вот эти основные моменты.
Ну, соответственно, люди, которые будут, работники, педагоги, которые будут задействованы в данном мероприятии, должны в первую очередь пройти обучение. Значит, руководитель учреждения перед началом данного мероприятия должен еще раз провести внеплановый инструктаж по данной теме и оформить это как в журнале внеплановых инструктажей и оформить дополнительные ведомости. Значит, в рамках этих новогодних мероприятий сотрудниками Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России в период новогодних и подготовки праздничных мероприятий будут проводиться профилактические визиты на новогодних мероприятиях. Также это будет все смотреться и проверяться на наличие состояния пожарной безопасности. Какие основные моменты? Значит, также в рамках защиты органов дыхания на каждом объекте с массовым пребыванием имеются средства защиты органов дыхания, фильтрующие действия. То есть каждый дежурный персонал должен быть обеспечен в случае задымления данного помещения, заполнения помещения опасными факторами пожара. То есть это дает время, то есть если человек попадает в помещение, где нет возможности покинуть, 30-40 минут данное средство позволяет человеку выйти из помещения, соответственно, в случае кто-то остался, могут спасти людей. Так, в целом, я вам рассказал по первому вопросу, значит, более официально, то есть на сайте отдела города Сыктывкара есть памятка, соответственно, по подготовке проведения новогодних праздничных мероприятий, то есть основные моменты правил противопожарного режима. Если вы ответственны, если вы руководитель учреждения, то есть, соответственно, вы проходили обучение в рамках пожарно-технического минимума. Соответственно, эти тематики вы проходили и изучали. Должны знать. То есть, как бы еще раз довел такие основные моменты. Так, что касается по пиротехнике. Ну, понятно, что наступает Новый год. Для детей это радость, это использование пиротехники. Ну, соответственно, наша задача не допустить использования пиротехники несовершеннолетними. То есть данные требования определены правилами противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства 1479. Вот, определены возрастные рамки, то есть не моложе 16 лет, то есть имеет право использовать данные пиротехнические изделия. Соответственно, запуск пиротехнических изделий тоже производится только при присутствии взрослых. Значит, на нашем сайте отдела также имеется инструкция по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий, где в полном объеме расписано до каждой запятой, как использовать, как в целом приобретать. Ну, основные моменты, хочу сказать, что пиротехника у нас имеется 1-3 класса, это пиротехника бытовая, которая продается в свободной продаже в специализированных магазинах. Это у нас хлопушки, бенгальские свечи, петарды, ракеты. И, соответственно, 3 класс, это самые большие заряды, соответственно, которые требования тоже предъявляются. Значит, данные пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. При приобретении данной пиротехнической продукции должна быть инструкция по применению и адреса, телефоны производителя. То есть это гарантирует качество и безопасность изделия. Без этого даже не стоит покупать данные пиротехнические изделия. То есть факт, то есть купить подделку, то есть китайские. Также, значит, как я ранее говорил, значит, фейерверки должны закупаться только в регламентированных специализированных магазинах. Значит, особое внимание посмотрите на упаковку. На ней должны соответствовать увлажненные места, разрывы, товарные знаки. Значит, фейерверки должны храниться в сухом месте. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном и очень сухом помещении с температурой более 30 градусов. Также не носите их в кармане, не возите в автомобиле, не храните фейерверки возле горючих и легковоспламеняемых материалов. Храните фейерверки в недоступных для детей местах. О чем я говорю, что если ребенок увидит, что вы храните на видном месте, соответственно, у него будет соблазн воспользоваться данной пиротехникой и, как говорится, в тайне запустить данную хлопушку или ту же самую петарду. Вот. Значит, в соответствии требований правил
режима, значит, все пиротехнические изделия запускаются на специальных площадках. Ну, понятно, что мы не можем проконтролировать, чтобы запускали. Но в период новогодних праздников, то есть тоже хотелось обратить внимание, то есть запускать надо, согласно инструкции, еще раз повторюсь, по применению, значит, на безопасном расстоянии, грубо говоря. Первый класс расстояние не менее 5 метров, второй класс не менее 10, соответственно, третий класс расстояние не менее 20-15 метров. То есть это особое мнение. То есть это обратите внимание. Вот. Ну, если по практике случаев получения травм пиротехники у нас на сегодняшний день не есть. У нас были в 2020 и 2019 году. Вот. То есть запускали на местах с массовым пребыванием, соответственно, при запуске траектория пиротехники шляла не вверх, а, получается, человека пошло пиротехника. Вот. Так что еще раз внимание попрошу уделить нашим младшим школьникам, нашим несовершеннолетним этим моментам, довести до родителей, довести данную информацию на родительских собраниях. С учетом пандемии, то есть это может в формате, дистанционном формате, онлайн-формат. Вот. Также проводить агитационную работу, то есть соответственно оформить стенды с наглядной противопожарной тематикой на тему бытовая пиротехника и правила использования. Ну, соответственно, на нашем сайте, на сайте Главного управления есть ролики для детей, обучающие, что такое пиротехника, что такое пожар. Так что попрошу когда-то и какие-то вопросы есть, то есть можем проконсультировать. Значит, телефон Главного управления есть на сайте и, соответственно, отдела надзорной деятельности города Сыктывкара. Спасибо за внимание. Есть ли какие-то вопросы? Уважаемые коллеги, если есть вопросы какие-то к Владиславу Николаевичу, попрошу написать их в чате. Ну, если вопросов нет, тогда мы продолжаем дальше. Спасибо, Владислав Николаевич, за выступление. У детей младшего школьного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями на улицах. Статистика подтверждает, что большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пешеходов. Особенно часто в беду попадают дети. Некоторые школьники нарушают правила дорожного движения из-за своей невнимательности либо недисциплинированности. О ситуациях на дорогах и анализ дорожной обстановки, а также об обеспечении безопасности детей на улицах и дорогах нам расскажут сотрудники Государственной инспекции дорожного движения Нина Викторовна Оксанченко и Антон Дмитриевич Ишутин. Пожалуйста, передаю вам слово. Всем добрый день. Начну со статистики дорожно-транспортных происшествий. Если брать статистику за 5 лет, на дорогах Республики Коми произошло 736 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 21 ребенок погиб и 820 детей получили различные травмы. Цифра достаточно большая за 5 лет, да? Если мы говорим об анализе дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков до 16 лет в нашей республике за 11 месяцев, то количество ДТП с участием несовершеннолетних у нас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 20%, но ситуация у нас все равно остается сложной, так как дети страдают и гибнут. У нас в этом году погиб 1 ребенок, девочка 14 лет, и из них 114 получили травмы различной степени тяжести. Если говорить вообще обо всех этих пострадавших, да, мы говорим о пассажирах и пешеходах, действительно, и пешеходов, и пассажиров достаточно большое количество, именно это основные причины
основные дорожно-транспортные происшествия, где страдают именно дети, это пешеходы и пассажиры. И около 75% ДТП с участием детей происходит именно по вине взрослых участников дорожного движения. В половине случаев пострадавших, вот как я сказала, становятся дети-пассажиры, которые являются самыми незащищенными участниками дорожного движения. И так как у них нет возможности повлиять на аварийную ситуацию на дороге. То есть, когда мы говорим о пассажирах, полностью зависит от взрослых участников дорожного движения. И опять, если взять статистику за 5 лет, у нас 12 детей погибло в дорожно-транспортных происшествиях в Республике Коми, которые были именно пассажирами транспортными средств. И в этом году, вот я уже привела пример, один ребенок, который погиб, это ДТП произошло 26 мая, около 20 часов 30 минут, при опрокидывании автомашины ВАЗ, за рулем которого находился нетрезвый водитель, погибла 14-летняя девочка. Также травмы получили 2 пассажира, один из которых 15-летняя девушка-подросток. И в момент дорожно-транспортного происшествия все пассажиры были не пристегнуты ремнями безопасности. Это что касается пассажиров. С пешеходами у нас тоже серьезная ситуация. 41 детей получили ранения в качестве пешеходов, и из них 11 детей по собственной неосторожности, то есть дети, которые нарушили сами правила дорожного движения. Что касается других дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности, у нас всего произошло 27 ДТП, где 27 несовершеннолетних нарушили правила дорожного движения. И из них, вот я еще раз повторю, 11 детей — это пешеходы, и 6 — это которые являются водителями различного транспортного средства. Это велосипеды, мототранспорт. И этому мы тоже уделяем большое внимание, потому что дети, которые садятся за управление транспортным средством, тоже несут большую опасность, так как навыков вождения транспортных средств они не имеют. Что говоря о пропаганде безопасности дорожного движения, мы с вами являемся все субъектами этой пропаганды безопасности дорожного движения, как и госавтоинспекция, так и органы образовательные учреждения. И поэтому в профилактической работе должны, по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, должны вносить существенный вклад. Поэтому, учитывая, что у нас сейчас зимний период, стоит именно обратить внимание на то, что у нас рано темнеет. Да, световозвращающие элементы — это основной элемент пассивной безопасности для пешеходов, который действительно работает. Если брать, вот, на примере города Сыктывкар, последние дорожно-транспортные происшествия, которые произошли с участием пешеходов, именно где погибли пешеходы, произошли в темное время суток, и все пешеходы были без световозвращающих элементов. И действительно, водителям очень трудно заметить такого пешехода, который в темноте идет, и его не видно, особенно если он одет соответствующим образом, сливается с окружающей обстановкой в темной одежде. И что касается, у нас впереди зимние каникулы, прошу прощения, также необходимо провести определенные занятия с детьми. Это и минутки безопасности, и уроки безопасности. У нас вообще на территории города Сыктывкара планируется с 20 декабря в последнюю неделю учебную провести мероприятие профилактической безопасные каникулы, где мы будем также ходить по школам, проводить занятия. Я думаю, что на территории республики также будет в районах и в других районах, городах проводиться профилактические мероприятия, поэтому, обращаясь к педагогам, не стесняйтесь, обязательно приглашайте нас, госавтоинспекцию, для проведения профилактических бесед. Мы с удовольствием примем участие в этих мероприятиях профилактических.
хотелось бы тоже обратить, что у нас сейчас основные, да, все, в основном все сидят в социальных сетях, и родители, да, и дети, поэтому у каждого учебного заведения есть группы в социальных сетях, где также мы рекомендуем размещать профилактическую информацию, в том числе информацию, направленную на безопасность дорожного движения во время каникул, да. Это основную у нас опасность зимой несут, это, естественно, дороги, да. Главное, чтобы пешеходы всегда подбирали правильно обувь, не скользкую, да, не падали. Потом беспокоит нас ситуация именно с санками и ватрушками, потому что многие родители водят младших школьников, также и воспитанников, да, детских садиков именно на ватрушках и санках, и не задумываясь о том, что ребенок может с этих ватрушек и санок упасть. И действительно такие дорожно-транспортные происшествия уже были, и мы должны принять как можно больше усилий, да, чтобы они больше не повторились. Поэтому привлекаем, да, всех для пропаганды безопасности дорожного движения. Чем больше будет информации, тем люди больше обратят на это внимание. Также, да, рекомендуем обновить уголки безопасности, соответственно, на тематику тоже безопасности дорожного движения в зимний период времени. И не сказала, наверное, еще основной опасность — это горки, да, которые вблизи дорог оборудуют, да, дети самостоятельно и катаются. Также на это стоит обратить внимание. Себя хочу добавить, что, как уже вышесказанному, сейчас в период перед зимними каникулами будут организованы профилактические мероприятия, безопасные каникулы. Что касается города Сыктывкара, наверняка присоединюсь к словам коллеги о том, что на территории Республики Коми также будут мероприятия. И при формировании занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма руководители, также лица ответственные за эту профилактику, не стесняйтесь приглашать сотрудников госавтоинспекции. Преподаватели, организаторы знают контактные телефоны пропаганды города Сыктывкара. Если что, повторю, это 28 18 42, рабочий наш телефон. Также личный телефон у вас есть. Что касается Республики Коми, да, районов, то обращайтесь в свои территориальные органы для помощи в организации данных мероприятий. Если же сотрудники, допустим, что касается нас, мы не сможем лично прийти в ту или иную образовательную организацию, то хотя бы поможем материалом для демонстрации учащихся перед зимними каникулами. Но основная задача, да, это обезопасить их, все-таки предостеречь, напомнить все-таки детям о том, как правильно себя вести во время этих каникул. Естественно, все будут выходить на улицу, гулять, но не стоит забывать, что дорога — это повышенный источник опасности. И, как уже сказали, при организации отдыха также надо учитывать. Также наверняка в некоторых образовательных учреждениях преподаватели решают свозить своих детей куда-то. Напоминаю, что существует регламент, согласно которому необходимо об организованных перевозках групп детей подавать заявки в ГИБДД. Об этом также забывать не стоит. В этом регламенте четко описаны сроки подачи заявки, для того, чтобы сотрудники ГИБДД эту заявку рассмотрели и одобрили, либо запретили этот выезд. Не забывайте об этом. Также от себя хочу сказать, что как родители, да, наверное, родители все-таки в первую очередь, а во вторую все-таки учителя являются живым примером соблюдения правил дорожного движения. Потому что если на уроке говорить о безопасности, да, о том, что дорогу надо переходить правильно по пешеходному переходу, а выйдя из школы нарушать эти самые правила, то вряд ли дети будут верить сказанному, да, а не увиденному. То есть, если учитель позволит себе при ученике нарушить правила дорожного движения, естественно, это уже возникнет какие-то вопросы, да, у детей о том, что раз учитель себе позволяет так поступать, то и я могу себе это позволить.
Так вот, подавайте правильный пример не только своим детям, да, и просто находящимся рядом, о том, что надо дойти до пешеходного перехода, а самое главное посмотреть по сторонам. Потому что, к сожалению, сейчас бытует мнение, что на пешеходном переходе пешеход имеет преимущество и может смело выходить на дорогу, не посмотрев по сторонам, что приводит, к сожалению, к последствиям, когда совершаются такие ДТП, доставляют людям именно на пешеходный переход. Есть пункт 4.5 правил дорожного движения, который гласит о том, что пешеход, прежде чем выйти на пешеходный переход, должен убедиться в безопасности своего перехода. А это значит убедиться, что машина остановилась. А сейчас, как вы уже сказали, зимний период времени, водителям в определенных погодных условиях очень сложно остановить машину мгновенно. Да и летом это невозможно. Существует определенное расстояние, которое машина проедет после того, как водитель начнет нажимать на педаль тормоза. Поэтому зимой это расстояние, естественно, увеличивается. Поэтому необходимо также это детям довести. Про светоотражающие элементы коснулись этого вопроса. Также хочу сказать, чтобы сами педагоги популяризировали это среди своих учеников. То есть также наглядным примером. То есть продемонстрировали эти элементы на своих куртках, шапках, одежде, что они и у них есть, а не только у детей. И тогда они, вероятнее всего, поймут, как это важно. Многие занятия мы проводим, что касается города Сыктывкара, да, именно по изготовлению данных световозвращающих элементов, объясняя это полезностью, да, том, чтобы это элементы пассивной безопасности, с демонстрацией, как они работают. Продемонстрировать, да, для того, кто хочет это занятие провести, очень просто. Достаточно уменьшить свет и навести свет фонарика, либо сфотографировать этот элемент со вспышкой. И тогда будет наглядно видно, как он работает. Детям это очень нравится, они активно включаются в работу, с удовольствием прикрепляют эти элементы к одежде и в будущем используют на дороге, что позволяет водителям уже их видеть в условиях недостаточной видимости, вовремя принять решение для того, чтобы пропустить их по пешеходным переходам. Также многие из участников этой конференции водители, да, поэтому скажу такое обращение о том, что необходимо обращать внимание на других участников дорожного движения. То есть быть не только взаимовежливыми, как пешеходам, так и водителями, да, но и следить за безопасностью. То есть не только в том месте, где находится сотрудник дорожно-патрульной службы, но и самим можно, допустим, предотвратить какое-то происшествие. О чем это? Допустим, вы вышли из дома, подходите к своему автомобилю и видите, как сосед по парковке садится в машину в каком-то неадекватном состоянии, да? Либо в состоянии опьянения, признаки у него имеются, либо шаткость походки и так далее. У вас есть телефон, по которому можно сообщить в ГИБДД эту информацию. Дежурный примет информацию, примет ее к сведению, передаст информацию сотрудникам ДПС, то есть наружным нарядам, которые незамедлительно проследуют по данному адресу и проверят этого водителя. Возможно, он и трезв, все с ним в порядке, а возможно, он и пьян. И в случае, когда он пьян, этот водитель отстранится от управления транспортным средством до того, как он успеет совершить какое-то горе для себя и для других участников дорожного движения. Поэтому проявите эту активную гражданскую позицию. Напомню, для Сыктывкара телефон дежурной части 28 18 00. По всем таким сообщениям необходимо звонить именно по этому номеру. Для всех остальных можно посмотреть информацию также в интернете. Она в свободном доступе, то есть телефон дежурной части ГИБДД, по которому можно обратиться и предоставить информацию о таком подозрительном водителе. И именно благодаря общим усилиям много таких случаев, когда водители останавливаются раньше того, как они попадут в ДТП. Еще раз говорю, нанеся, не дай бог, вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, пишите в чат, постараемся ответить. Можно я еще добавлю, да? Что касается по совместным усилиям, у нас сейчас проходит флешмоб, такой, да, небольшой в социальных сетях, «Стоп ДТП». Школы города Сыктывкара и детские садики активно принимают участие и центры дополнительного образования. Поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. Чем больше людей информацию разместят в социальных сетях, тем больше людей увидят и задумаются о безопасности дорожного движения, тем меньше наших детей будут страдать на дорогах.
Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы к нашим специалистам, сотрудникам по безопасности дорожного движения, прошу также написать их в чате. Вопросов нет. Тогда мы переходим к последнему блоку. Проблема обеспечения информационной безопасности детей в сети интернет становится все более актуальной. Число пользователей интернета стремительно растет и молодеет. Доля детской аудитории среди них очень велика. Для многих детей интернет становится информационной средой, без которой они не представляют себе жизнь. Вместе с тем в интернете содержатся огромные массивы информации, которая является запрещенной для детей, так как может нанести вред их физическому и психическому здоровью, духовному и нравственному развитию. Родители, как правило, беспокоятся о безопасности ребенка в реальном мире, отслеживают, с кем ребенок дружит, общается, видно ли его из окна во время прогулки, на какие аттракционы он ходит. А когда ребенок сидит в интернете, он одет, обут, накормлен, находится дома вроде бы в безопасности. Но что в этот момент происходит с ребенком, насколько безопасно место, где он находится, об этом думают не все. А современная система потребления информации создает множество угроз. Об информационной безопасности нам расскажет Ваулина Елена Юрисовна. Елена Юрисовна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Я коснусь как бы не только младших школьников, но и более подростков. То есть просто расскажу о видах рисков, о борьбе посильной с ними в сети интернет. Значит, и все мы знаем, что проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно-коммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существующим возрастанием численности несовершеннолетних в сети пользователей. Информационная безопасность, согласно федерального закона 436 от 29 декабря 2010 года о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информации, в том числе распространяемой в сети интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. В интернете, как и в реальной жизни, учащихся подстерегают опасности. Доступность нежелательного контента в сетях, обман, вымогательство денег, платные СМС, пропаганда насилия, экстремизма, игромания, интернет-зависимость и так далее. И задача нас, как педагогов, в связи с имеющимися рисками, состоит в том, чтобы указать на эти риски, предостеречь от необдуманных поступков, сформировать у учащихся навыки критического отношения к получаемой в интернете информации, воспитать культуру безопасного поведения в интернете. Значит, нормы, нормативные документы, достаточно большое количество нормативных документов, регламентирующих информационную безопасность детей. Это прежде всего нормы международного права, это Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Значит, конвенция – это международный юридический документ, признающий все права человека в отношении детей до 18 лет. На территории нашей страны конвенция вступила в законную силу 15 сентября 1990 года. Это значит, что наше государство должно соблюдать все положения данной конвенции. Статья 13 конвенции звучит «Свобода выражения мнения». Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, искать, получать и передавать информацию любого рода, если только это не вредит другим людям, не нарушает государственную безопасность и общественный порядок.
Статья 17 гласит: доступ к соответствующей информации. Каждый ребенок имеет право на доступ к информации. Государство должно поощрять средства массовой информации к распространению материалов, которые способствуют духовному и культурному развитию детей, и запрещать информацию, наносящую вред ребенку. Нормативные документы на федеральном уровне, их достаточно много. Основные из них — это федеральный закон 124 об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Органы звучит, что в целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни, органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией создают благоприятные условия для осуществления деятельности организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая места для их доступа к сети интернет. Федеральный закон о рекламе в целях защиты несовершеннолетних от злоупотребления их доверием и недостатком опыта законом установлен комплекс ограничений при распространении рекламной продукции. Федеральный закон 436 о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, устанавливает правила медиабезопасности детей при обороте на территории России продукции СМИ, печатной, аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, программ для компьютеров и баз данных, а также информации, размещаемой в сетях, в том числе в интернет. Есть ряд еще законов, ряд писем Министерства образования, Минобрнауки и так далее. Нарушение норм ведет к ответственности, вплоть до уголовной. Значит, формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ-технологий на уровне общего пользования входит в требования федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Компетентность включает владение информационно-коммуникационными технологиями, основами информационной безопасности, умением безопасно использовать средства ИКТ и сети интернет. Значит, техническая компетентность пользователя представлена на экране. Это способность и готовность использовать технические устройства, работать с программным обеспечением, устанавливать, настраивать соединение сети интернет и способность и готовность ответственно и безопасно использовать технические устройства. Техническая компетентность необходима для эффективной деятельности в цифровом мире. Активное развитие ИКТ потребовало изменений во всех сферах общественной жизни, в том числе и в образовательной среде. Школе отводится важная роль в формировании компетентных и ответственных граждан цифрового мира. Сейчас мы посмотрим профилактики рисков. А затем мы тоже посмотрим, как лучше осуществлять защиту, то есть от различных рисков в сети интернет. Значит, прежде всего, это угроза заражения вредоносными программными обеспечениями. Для распространения вредоносного ПО и проникновения в компьютер используется целый спектр методов. Программное обеспечение, например, для мгновенного обмена сообщениями сегодня является простым способом распространения вирусов, так как очень часто используется для прямой передачи файлов. Дети, неискушенные в вопросах социальной инженерии, могут легко попасться на уговоры злоумышленника. Этот метод часто используется для распространения троянских вирусов. Взлому и краже личных данных чаще всего подвергаются аккаунты социальных сетей, почтовые аккаунты, системы онлайн-оплаты, интернет-банкинга. Как правило, это происходит вследствие установки на компьютер вредоносного программного обеспечения, а также неосторожности и несоблюдения правил конфиденциальности данных. Нарушение работы устройства подразумевает как абсолютное полностью ее выключение и работы, так и ухудшение его обычной работы, например, снижение скорости данных.
Доступ в интернет. Значит, это прежде всего необходимое использование безопасной сети. Способы доступа к интернету различаются по степени надежности. Некоторые могут предоставлять угрозу компьютеру и личным данным. Особенно это актуально при использовании публичных Wi-Fi сетей, например, при подключении бесплатной сети Wi-Fi в кафе. Следует учитывать, что любой человек может перехватить данные, передаваемые между точкой доступа и вашим устройством. Для этого ему достаточно находиться в зоне действия сети. Иногда, в некоторых случаях, это касается проводных сетей. Злоумышленник может незаметно встроиться в обмен данными между пользователем и удаленным сервером. При этом он может по своему усмотрению прерывать отправку части данных или отправлять от имени пользователя измененные данные. Для профилактики обращайте внимание на адрес сайта. Удостоверяется с комбинацией HTTP протокол. Это значит, что ваше соединение с веб-сайтом зашифровано, и злоумышленникам будет сложнее получить ваши личные данные. Кроме того, в некоторых браузерах рядом с обозначением протокола отображается значок замка. Это значит, что соединение защищено более безопасно. При подключении через общедоступную сеть Wi-Fi любой желающий может отследить информацию, которая обменивается в ваш компьютер и точка доступа. Не пользуйтесь платежными системами и другими важными сервисами при работе с таким соединением. При пользовании Wi-Fi у себя дома обязательно защитите сеть паролем. Не используйте пароль, предлагаемый по умолчанию. Он может быть известен злоумышленникам. Следуйте инструкциям интернет-провайдера, используйте собственную комбинацию символов. Надежные пароли. Для доступа к различным интернет-ресурсам и сервисам, это электронная почта, социальные сети, личный кабинет в интернет-магазине и другие, часто требуется заводить учетные записи с уникальным именем пользователя. Достоинство использования пароля для защиты учетной записи проста в реализации. Существуют и другие более сложные методы, биометрические пароли или ключи аутентификации. Они чаще всего используются в корпоративной работе. Надежные пароли – это важный элемент защиты, который позволяет значительно повысить безопасность онлайн-транзакций. Ключевые элементы надежности пароля – это длина и сложность. Не используйте один и тот же пароль везде. Злоумышленники крадут учетные данные на сайтах со слабой безопасностью, а затем пытаются использовать те же пароли и имена пользователей, чтобы получить доступ к более защищенным ресурсам, например, к банковским сайтам. Старайтесь регулярно менять свои пароли. Установите автоматическое напоминание, которое будет уведомлять вас о необходимости сменить пароли на используемых вами ресурсах. Чем больше разнообразных символов вы будете использовать в пароле, тем лучше. Тем не менее, помните, что программы для подбора паролей автоматически проверяют их на замену распространенных комбинаций букв на символы, например, TO на 2. Будьте аккуратны с паролем к своему почтовому ящику. Именно он, как правило, служит ключом для несанкционированного доступа к разным сайтам от имени пользователя, поскольку через e-mail проводится регистрация практически на любых сервисах. Безопасное использование программного обеспечения, антивирусы. Каждый день появляется около 200 тысяч новых версий вредоносных программ, вирусов, троянов, червей и других. Благодаря изобретательности злоумышленников вредоносные программы настолько разнообразны и хитроумны, что в ситуации реального столкновения с ними даже зачастую осведомленные пользователи попадают в ловушку. Среди наиболее часто встречающихся вариантов сегодня можно выделить следующие. Поддельные угрозы вирусной атаки. При посещении некоторых сайтов можно увидеть или услышать всплывающие окна с сообщениями. Ваш компьютер заражен, скачайте антивирус. Ваш аккаунт в Одноклассниках взломали и так далее. В панике из-за полученного неприятного известия даже многие взрослые могут кликнуть на ссылку, что обычно приводит к мгновенному заражению компьютера, либо краже пароля. Вредоносные ссылки. Основным поводом для беспокойства подростков являются вредоносные атаки на социальные сети, мессенджеры, скайп, почту. Например, подобные ссылки могут рассылаться со взломанных аккаунтов друзей и присылать пользователям и призывать пользователей перейти по ним. Посмотри, как здорово получился на фото, проголосуй меня и так далее.
Взлом легальных сайтов. Злоумышленники взламывают легальные посещаемые сайты и устанавливают вредоносные программы в невидимом для пользователя режиме. Как всякое программное обеспечение, вредоносное программное обеспечение также непрерывно развивается и совершенствуется. Избежать не всех, но многих неприятностей помогают специальные комплексные программы защиты от технических интернет-угроз, программы, которые мы привыкли называть антивирус. Такая защита обновляется в режиме реального времени. Значит, есть несколько видов антивирусов, и среди них это классические, это компьютерная программа, целью которой является обнаружить, предотвратить размножение и удалить компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Многие антивирусы не только позволяют обнаруживать вредоносные программы, но и препятствуют их несанкционированному проникновению на устройство. Значит, и одним из, что касается детей, защиты детей, то существует такой ряд программ, как родительский контроль, это ограничение доступа детей и подростков к нежелаемым сайтам в интернет. И родительский контроль может не только блокировать доступ к нежелательным для детей сайтов, но и ограничивать использование интернета во время суток, дням недели или длительности сеанса. Существует множество программ и фильтров, которые помогут вам контролировать открытие нежелательной информации и время, которое можно проводить в интернете. Ну, вот это один из них, вирус Касперского с возможностями родительского контроля, программа интернет-цензор и другие. Основные аспекты защиты от вирусов – это, чтобы защититься от вирусов, регулярно обновляйте браузер, операционную систему. Обычно операционная система и приложения сами сообщают вам о том, что их необходимо обновить. Не откладывайте обновления на потом. Уязвимость в устаревших версиях могут пользоваться злоумышленники, чтобы получить доступ к вашим данным. Внимательно следите за тем, какие веб-сайты вы открываете и что загружаете. Это относится к музыке, фильмам, файлам, плагинам и дополнениям и так далее. Остерегайтесь всплывающих окон, которые предлагают вам установить программное обеспечение или устранить неполадки. В таких сообщениях часто указано, что ваш компьютер заражен и предлагаемое ПО может исправить проблему. Закройте окна, не нажимайте никакие на нем ссылки. Не открывайте файлы неизвестных типов и не нажимайте на подозрительные предупреждения в браузере, предлагающие открыть какие-либо файлы. Если вы все-таки перешли на страницу предлагаемую, и вредоносное ПО не дает покинуть ее, например, отображает запрос на загрузку снова и снова, в этом случае нужно закрыть браузер и в диспетчере задач, или мониторе активности вашей операционной системы. Устанавливайте программное обеспечение только из надежных источников, пользуйтесь только авторитетными ресурсами, такими как встроенный магазин приложений или сайт разработчика, а не сторонними сайтами для загрузки ПО. Обнаружив после загрузки любые подозрительные признаки, немедленно удаляйте программное обеспечение и проверьте систему с помощью последней версии антивирусной программы. Если ваш компьютер заражен вредоносным программным обеспечением, постарайтесь немедленно его удалить. Чтобы очистить компьютер, просканируйте его с помощью хотя бы одного, а лучше нескольких высококачественных антивирусов. Эффективность таких мер не гарантирована, но последние версии антивирусного программного обеспечения обычно справляются с возложенными на них задачами. Безопасная установка программного обеспечения. Часто жертвами программного обеспечения становятся именно школьники, у которых нет финансовых возможностей произвести желаемую программу, возможности произвести платеж, зато есть умение скачивать и устанавливать нелегальное ПО. При скачивании пиратских программ с различных нелицензионных сайтов, торрентов или файлообменников есть риск получить бонус в виде программы шпиона, неработающей версии программного обеспечения или вообще не той программы. Более трети программ, скачанных через файлообменники,
содержит трояны и прочее вредоносное программное обеспечение. Экономия на покупке программ может обернуться кражей личных данных, платежных реквизитов и, как следствие, большими финансовыми потерями. Кроме того, скачивание и распространение нелицензионного программного обеспечения является нарушением закона, и многие школьники этого не осознают. Тем не менее, при определенном стечении обстоятельств это может грозить преследованиями со стороны правоохранительных органов и правообладателей, немалым штрафом и даже уголовным. Для того, чтобы обеспечить себя от рисков, связанных с установкой пиратских копий, следует скачивать программы только с сайта разработчика или компании-производителя соответствующего программного обеспечения. Официальные версии программного обеспечения зачастую снабжены цифровой подписью, подтверждающей авторство и позволяющей проверить, не был ли данный экземпляр программы модифицирован. Обновление программного обеспечения. Программы, которые мы устанавливаем на компьютер, создают программисты. Они, как и люди, совершают ошибки. Ошибку в программном обеспечении называют багом. Большинство багов выявляется и исправляется на этапе тестирования, но некоторые все же попадают в готовые приложения и проявляются в процессе их использования. Каждый из нас сталкивался с зависанием, внезапным закрытием или неправильным поведением программы. Причина всех этих явлений – ошибки в исходном коде. Конечно, большинство из них безобидны и могут привести в худшем случае к потере несохраненных данных, но часть может иметь и более серьезные последствия, например, нарушение работоспособности компьютера или возможности исполнения вредоносного программного кода посторонним. С течением времени ошибки в программах выявляются, в том числе с помощью обратной связи от пользователей, и исправляются разработчиками. У всех программ периодически выпускается обновление, которое содержит не только улучшение и расширение функционала программы, но и исправление уязвимостей. Для избежания последствий серьезных ошибок, приводящих к проблемам безопасности, рекомендуется регулярно обновлять все программное обеспечение, установленное на компьютере. Так можно обеспечить обезопасить себя от влияния хотя бы той части ошибок, которые уже были выявлены и исправленными разработчиками программного обеспечения. Учетные записи пользователей компьютера. Современные операционные системы позволяют настраивать несколько учетных записей пользователя. Так несколько людей могут работать за одним компьютером. При этом каждый пользователь будет иметь доступ только к своим данным. Для управления учетными записями, установками и настройками системного программного обеспечения в операционной системе есть привилегированная учетная запись администратора, у которого права доступа шире, чем у обычного пользователя. Безопасным решением будет использовать учетную запись администратора только для установки программ и настройки операционной системы, а выполнять повседневную работу следует под учетной записью обычного пользователя. Защита личных данных и другой конфиденциальной информации в интернете. Право на неприкосновенность частной жизни – фундаментальное право человека. Оно действует и в виртуальной среде. Современные школьники с легкостью и энтузиазмом пользуются самыми различными сервисами и приложениями. Пишут в Facebook, выкладывают фотографии, Instagram, используют карты для навигации, заказывают такси с помощью мобильных приложений и так далее. Но мало кто задумается, что эти сервисы умеют определять местоположение пользователя и используют это в своих целях. Надо научить юных пользователей интернета внимательно относиться ко всему, что они сами размещают о себе в сети. В различных интернет-сервисах можно включить специальные настройки приватности и делиться определенной информацией с ограниченным кругом лиц. Одновременно важно объяснять детям, насколько важно оставлять определенную информацию за пределами социальных сетей. Например, не сообщать в социальной сети, что вся семья уехала в отпуск на несколько месяцев, оставив пустую квартиру. В отличие от взрослых, современные дети настолько привыкли открыто делиться информацией в социальном пространстве, что не всегда понимают, что в определенных случаях следует соблюдать осторожность и элементарную бдительность. Современные
технологии открывают пользователям поистине колоссальные возможности, но для обеспечения безопасности интернета важно внимательно отслеживать и поддерживать работоспособность трех составляющих: устройств, с помощью которого осуществляется выход в интернет, программном обеспечении доступа к сети, а также не забывать про личную бдительность. Информация в интернете. Информационные ресурсы в интернете можно разделить на 4 категории. Это информационные сайты. Интернет изначально создавался как среда для обмена информацией, поэтому данная категория является наиболее крупной. Здесь можно выделить информационно-тематические, новостные, развлекательные сайты, сайты библиотеки, сайты базы рефератов, сайты справочники, онлайн-энциклопедии, словари, каталоги и так далее. Онлайн-сервисы – это почтовые сервисы, хостинги, файлообменники, сайты для общения, это форумы, блоги, чаты, доски объявлений и так далее, сайты знакомств. Сайты электронной коммерции. Сюда входят в первую очередь интернет, сайты электронных платежных систем, сайты банков, сайты систем онлайн-банкинга и другие. Сетевой контент делится на профессиональный. Данный тип создается СМИ и другими профессиональными производителями контента. К такому контенту относятся информационные новостные сообщения, профессиональные фото-аудио, видеоматериалы, готовые статьи. Профессиональный контент носит массовый и преимущественно коммерческий характер распространения. В данном случае пользователь выступает пассивным потребителем информации, которую создают профессионалы. Подобная концепция распространения информации в интернет получила название Web 1.0. И любительский контент. К данному типу контента относятся записи в блогах, форумах, комментарии к сообщениям, записи на персональных страницах в социальных сетях. Интернет-ресурсы, которые активно используются и улучшаются, в первую очередь благодаря самим пользователям, получили название Web 2.0. Это социальные сети, блоги, сервисы знакомств, закладок, различные вики-ресурсы, файлообменники и так далее. Отсюда вытекает информационная и медиакомпетентность. Когда речь идет об умении эффективно и безопасно использовать современные интернет-технологии, используется понятие информационная грамотность и медиаграмотность. Эти два вида грамотности – важнейшие составляющие цифровой компетентности. Понятие медийной грамотности связано прежде всего с огромным влиянием средств массовой информации на человека и с тем социальным знаниями и навыками, которые необходимы для адекватного использования любого вида СМИ. Понятие медиаграмотности включает умение критично воспринимать медиатексты и читать их язык, постоянно совершенствующееся умение использовать зрительную память, воображение, различные виды мышления, логические, критическое, образное, творческое, интуитивное. Умение понимать идеи, нравственные, философские, политические образы. Таким образом, информационная грамотность подчеркивает важность доступа к информации, важность ее оценки и этичного использования. А медийная грамотность дает акцент на способности понимать функции медиа, оценивать качество их выполнения и эффективно использовать медиа в интересах самовыражения. Способы защиты от негативной информации. Полностью оградить детей от негативной информации невозможно. Никакие ограничения не помогут, если подросток всерьез намерен что-то отыскать в интернете. Он просто пойдет к другу или воспользуется своим смартфоном. Однако ответственное и осознанное отношение взрослых к этой проблеме может значительно снизить риск столкновения детей и подростков с опасной информацией. С учетом трудностей, связанных с запрещением всех форм потенциально опасного контента, применяются разнообразные стратегии и методы регулирования на различных уровнях. Как мы говорили, это государственное регулирование, саморегулирование IT-индустрии. Большинство компаний, работающих в интернет-отрасли, осознают риски, связанные со столкновением детей и подростков с нежелательной информацией, и предпринимают технические и организационные меры по снижению этих рисков.
Так, большинство поисковых систем предлагают возможности безопасного поиска, который фильтрует результаты, содержащие изображения или ключевые слова, рассматривая их как неподходящие для детей. У большинства сотовых операторов есть услуга «Детский интернет», которая позволяет просматривать только безопасные ресурсы. Подобные услуги предлагают многие провайдеры проводного доступа в интернет. Важная составляющая саморегулирования – предоставление пользователям возможности пожаловаться на неприемлемый и противоправный контент. Подобные механизмы реализованы на многих платформах. Саморегулирование в школах. С ноября 2012 года у руководства школ появилась возможность создавать собственные реестры опасных сайтов. Но поскольку все негативные ресурсы в черные списки включить невозможно, некоторые школы прибегают к использованию белых списков в системе фильтрации, при которой доступ в интернет ограничивается определенными ресурсами или вообще сводят всю деятельность в интернете к работе со школьным сайтом. Достоверность информации в интернете. Несмотря на то, что современные школьники способны отыскать в интернете все, что угодно, часто они не задумываются о качестве той информации, которую они используют. Вследствие одной из таких своих особенностей свободы информационных потоков, интернет оказался питательной средой для распространения ложной информации, ложных сведений. Подтверждение информации, как минимум, существует множество различных критериев, которым можно оперировать при оценке достоверности информации, и один из способов – это анализ сообщений. Здесь можно следовать классическому журналистскому подходу 4 шагов. Первый – это подтверждение информации как минимум в 3 независимых друг от друга источников, как так называемое правило 3. Второе – сопоставление полученной информации уже с известной по этой теме. Третье – проверка достоверности полученной информации от авторитетных экспертов. И запрос у источника информации дополнительных деталей, подтверждающих истинность основного сообщения. Еще один способ – обратиться к автору информации напрямую. Кроме того, в интернете можно выяснить статус документа, рейтинг источника, его популярность, частоту использования данного материала другими источниками, получать сведения о компетентности и статусе автора. Очень большой и важный момент общения в сети в интернет – это цифровая репутация. У каждого современного человека есть цифровая репутация, даже если им не знаком этот термин. В интернете мы создаем свой образ из той информации, которую размещаем в блогах, наших комментариях, твитах, фото, видео. Другие люди делятся своими взглядами и мыслями о нас, и хорошими, и плохими. И это все тоже вносит свой вклад в создание репутации пользователя. Любой человек может найти эту информацию, оценить ее и принять решение. Соответственно, каждый должен быть осведомлен о том, что он присутствует в интернете, и о том, как собранная нам и там о нем информация отражает его личную историю и создает впечатление о его цифровом образе. Большинство работодателей регулярно используют информацию об онлайн-репутации при рассмотрении претендентов на рабочие места. Давно забытая смешная фотография или розыгрыш друга в онлайне внезапно может сыграть с ними злую шутку и оказаться не такой невинной или не смешной. Соблюдение правил поведения в интернете, забота о репутации являются ключевым компонентом современного цифрового гражданина. Цифровое гражданство – норма поведения при использовании информационных технологий. Кроме того, существует много каналов, по которым наши персональные данные попадают в интернет. Что-то выкладываем мы сами, что-то пишут на нас друзья и знакомые. Определенную информацию о нас собирают в приложении онлайн-ресурсы. Все эти цифровые следы хранятся на наших компьютерах и смартфонах. И чтобы сохранять определенный уровень конфиденциальности и хорошую репутацию в сети, эти следы необходимо контролировать. Важно знать, что цифровые следы также хранятся на серверах разработчиков приложений. Удалить их оттуда практически невозможно, поэтому всегда нужно крайне внимательно относиться к той информации, которую мы выкладываем в сети, а также то, что мы делаем в интернете, какие ресурсы посещаем, какие файлы скачиваем, какие делаем поисковые запросы и другое.
Защита персональных данных, это все понимаем, это одна из основных тоже. Любая персональная информация, выложенная в сеть, может стать причиной серьезных проблем. Поскольку мы не думаем об этом заранее, любая ситуация становится для нас неприятной неожиданностью. Поэтому необходимо бережно относиться к персональным данным. Это защита персональных данных с помощью паролей, управление уровнями доступа к персональным данным, настройки приватности и сознательное отношение к информации, размещаемой в интернете. Авторское право. Развитие интернет-технологий привело к трансформации понятия интеллектуальной собственности, интеллектуального продукта. Данный вопрос является очень актуальным. Чтобы скопировать файл, не требуется ни высокой квалификации, ни времени, ни затрат. Глубокое проникновение компьютера в жизнь современного человека формирует соответствующие привычки и поведения, когда копирование, передача, распространение информации является столь же естественным, как совместное прослушивание музыки, просмотр кино, обмен книгами. Между тем, авторское право, срок действия исключительных авторских прав по российским законам 70 лет после смерти автора. А в случае, если произведение не было опубликовано при жизни автора, 70 лет после даты опубликования. По окончании этого срока произведение переходит в ряд общественного достояния, использовать его вправе любое лицо без получения согласия и без выплаты авторского вознаграждения. Однако все равно право на авторство обязано соблюдаться так же, как и на имя автора, и на неприкосновенность произведения. Авторское право только на произведение литературы и так далее, согласно Гражданского кодекса, определенной статьи, но и на рекламные объявления, статьи, графический дизайн, наклейки, письма, включая электронную почту, тексты, карты, музыкальные композиции, дизайн продукта и так далее. Согласно пункту 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, компьютерные программы также охраняются авторским правом, как и литературные произведения. Охраняется текст, который содержит исходный код программы и его числовой объектный код. Правила пользования и обнародования фотографий регламентируются статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если лицо с фотоснимка, на котором оно изображено, не дает разрешения на его размещение, то сделать это возможно лишь при наличии следующих оснований. Позирование гражданина осуществляется за материальное вознаграждение, снимок используется в общественных или государственных интересах, и фотография сделана на мероприятии публичного характера или в местах, которые открыты для свободного посещения граждан. Есть исключение, это случаи, когда данный кадр является основным объектом использования. При наступлении любых других ситуаций, когда фото гражданина было распространено в сети без его разрешения, он имеет право требовать компенсации морального вреда и удаления данного изображения. Также он имеет право требовать пересечения или запрещения распространения фото в дальнейшем. Об этом сказано также в Гражданском кодексе Российской Федерации. Согласно статье 137 Уголовного кодекса, также может наступить более суровое наказание в виде уголовной ответственности. В том случае, если имеет место незаконный сбор или распространение о частной жизни гражданина, который составляет его семейные тайны или тайны личного характера. Очень часто мы делаем репост. Форму распространения информации, за него можно получить такое же наказание, что и за оригинальную публикацию. Отсутствие выраженного отношения к цитате, включая отсутствие комментария, не освобождает от ответственности. Нарушителями авторских и смежных прав формально являются сами пользователи, большая часть из них школьники. Они выросли в реальности, где все доступно для них. Интернет – это место, где можно найти все, и они владеют различными способами добычи самой разной информации. Для любого подростка, считающегося уверенным пользователем, не составит труда найти готовый реферат, собрать досье на нового знакомого,
знакомого, отыскать в сети редкий фильм, скачать альбом и так далее. Привыкнув к подобной реальности, многие не задумываются о том, что, копируя чью-то информацию без указания авторства, они делают это нелегально. Воспитывая будущих цифровых граждан, важно научить детей осознанно и ответственно относиться к использованию информации в интернете, научить их правилам сетевого этикета и возможностями для защиты собственного творчества в интернете. Сейчас я быстро, буквально даже не буду говорить, потому что это все знакомо у вас. Виды и возможности интернет-коммуникаций. В интернете существует множество различных сервисов для общения с другими людьми. Они различаются по возможностям, имеют преимущества и потенциальные риски. И это прежде всего электронная почта, социальные сервисы, форумы, онлайн-игры, виртуальные игры, мобильная связь, это СМС, ММС и так далее. Синхронизация тоже, это, мы все знакомы с данными коммуникациями, это и мессенджеры, и IP-телефония, чаты, которые так предоставляют возможность знакомиться, общаться с людьми со всего мира, в которых можно найти единомышленников, но в то же время все эти мессенджеры, все эти коммуникации — это открытое пространство для общения, в котором легко можно притвориться другим человеком. И это тоже надо доносить до школьников. Так, ну и особенности коммуникации. Это доступность и непрерывность. Современные технологии обеспечивают круглосуточную доступность пользователя. Мобильные телефоны сообщают, какие звонки были пропущены, когда был телефон вне зоны действия сети. Постоянно всплывают окошки, оповещают о новых письмах и так далее. Дети настолько привыкают постоянно общаться, что не знают, что делать наедине с самим собой. И даже испытывают иногда чувство паники. Невидимость или бестелесность. Несмотря на все выкладываемые в сеть фотографии и возможность видеосвязи, общение в интернете сопровождается ощущением собственной бестелесности. Кажется, что всегда можно спрятаться за аватарками, текстами. С одной стороны, невидимость позволяет пользователям общаться только текстами и не беспокоиться о том, что они могут раскрыть свои эмоции или выдать что-то лишнее мимиками или жестами. В то же время подростки могут быть более откровенными, не стесняться экспериментировать со своим образом и моделями поведения с другими людьми. Анонимность. В интернете пользователи чувствуют себя спрятанными за профилями и аватарами и могут считать, что их сложно идентифицировать в реальной жизни. Но это иллюзия. Практически любого пользователя можно легко найти и определить. Кроме того, каждое устройство, через которое люди подключаются к интернету, можно определить по его IP-адресу. Миф анонимности в интернете широко распространен среди подростков. Им важно объяснить, что все, что они когда-либо публикуют в сети о себе или от себя, это их цифровой след, который навсегда останется в сети и может отразиться на их репутации в реальной жизни. Ощущение вседозволенности. Интернет создает иллюзию свободы, ощущение, что можно делать и говорить что угодно. Ощущение вседозволенности может приводить к возникновению иллюзии безнаказанности и побуждать нарушать социальные нормы и запреты. Персонализация. В сети чаще, чем в реальной жизни, регулировать круг общения можно, так как сам каждый пользователь создает свою среду. Он может выбирать, где и с кем общаться. Вступая в определенные сообщества, добавляя в контакты определенных людей, устанавливая настройки, пользователь создает свой коммуникационный мир в интернете. Ограничители общения. Коммуникативный дисбаланс в сторону онлайна может привести к тому, что у пользователя недостаточно разовьются социальные навыки, взаимодействия и способность выстраивать межличностные связи в реальной жизни. Поэтому возникают проблемы с формированием эмоционального интеллекта, происходит вытеснение, ограничение традиционных форм общения.
ускорение темпов коммуникации. Возможности круглосуточной связи делают общение чрезвычайно плотным и насыщенным, ускоряют развитие контактов, превращают общение в непрерывный процесс. Здесь возможно перенасыщение коммуникации. Ее скорость снижает также глубину и смысловую наполненность онлайн-отношений, делая их более поверхностным. Иллюзия активности. На фоне длительного времяпровождения в сети у пользователя может возникнуть иллюзия насыщенности его коммуникативной жизни. Но при этом критериями активности социальной жизни становятся новые формы пассивного онлайн-общения. Отслеживание изменений информации на странице, комментирование фотографий, кнопка «Мне нравится». Трансграничность. Интернет размывает границы и, как один из положительных факторов, позволяет общаться с людьми вне зависимости от их местоположения, языка, культуры, социального статуса или возраста. В сети даже на другом конце света можно найти себе друзей, разделяющих одинаковые интересы, имеющих схожее мировоззрение. Безопасность коммуникации. Я не буду останавливаться на коммуникации в интернете. Я просто напомню об основных правилах общения в интернете. Оно как раз подходит и к онлайн-общению, сама презентации и в социальных сетях поведения. Это прежде всего необходимо помнить основные правила общения в интернете. Пословица «слово не воробей, вылетит не поймаешь» работает и в интернет-пространстве. Нельзя выкладывать в открытый доступ то, что может навредить вашей репутации сейчас или в будущем. По крайней мере, 1 или 2 раза в год нужно внимательно просматривать всю информацию и контент своих профилей в социальных сетях. У вас будет возможность обнаружить и удалить потенциально опасные для вашей репутации фотографии и видео до того, как вы пойдете на собеседование, приемы в институт, на стажировку, на работу и так далее. Чтобы контролировать, кто имеет доступ к вашей информации, необходимо делать профиль закрытым. Если по каким-либо причинам вы не можете этого сделать, например, это необходимо для вашей карьеры или продвижения проекта, еще строже оценивайте информацию, которую размещаете. Ваши профили в социальных сетях должны свидетельствовать о вашей ответственности. Независимо от того, воспользуются ли ваши будущие работодатели поиском или заглянут в ваш профиль в социальной сети, вероятность того, что они захотят узнать о вас, довольно велика. Иногда даже информация сугубо личного характера, размещенная в профилях социальных сетей, может послужить тревожным знаком для потенциального работодателя. Нельзя выкладывать информацию, когда вас переполняют эмоции. Все мы иногда говорим и делаем такие вещи, о которых потом сожалеем. Тем не менее, остановитесь на минуту и задумайтесь о том, как ваши посты могут повлиять на безопасность, чувства и душевное равновесие окружающих людей. Пусть это даже ваши знакомые, с которыми у вас в настоящее время напряженные отношения. Публикация гневного сообщения может принести вам облегчение, однако минутное удовольствие, которое вы получите его публикации, не стоит того потенциального вреда, который оно может причинить. Что публиковать? Правило бабушки является хорошим правилом для определения информации о себе, которую не стоит публиковать в интернете. Прежде чем публиковать что-либо, представьте, что подумала бы ваша бабушка, если бы увидела этот контент. Действительно, он должен быть доступен широкому кругу пользователей. И тоже, что касается агрессии в интернете, я не буду останавливаться на кибербуллинге, что туда входит. Я только скажу, что жертвой кибербуллинга может стать каждый пользователь сети, независимо от его возраста и пола. Поэтому не стоит стесняться и молчать, если вы сами попали в подобную ситуацию. И часто бездействие жертвы и безнаказанность еще больше провоцирует агрессора. При столкновении с агрессивным поведением в сети нужно стараться не поддаваться на провокации агрессора, не пытаться проучить его, а обратиться за поддержкой к взрослым, например, родителям или учителям. Кроме того, следует соблюдать ряд правил общения в интернете. Отправляйте в сообщениях, электронных письмах и говорите по видеосвязи только то, что вы можете сказать в лицо.
Не пользуйтесь анонимностью для того, чтобы обманывать или вводить в заблуждение другого человека. Не публикуйте фотографии других людей без их разрешения. Не общайтесь с агрессором и тем более не пытайтесь ему ответить тем же. Возможно, стоит вообще покинуть данный ресурс и удалить оттуда свою личную информацию, если не получается решить проблему мирным путем. Лучший способ испортить хулигану его выходку — отвечать ему полным игнорированием. И если есть возможность такой настройки, добавить его в черный список. Личная информация, которую вы выкладываете в интернете, а также фотографии, могут быть использованы агрессорами против вас. При встрече с троллем не кормите его, не стоит уделять внимание оскорбительным сообщениям от сомнительных пользователей и доказывать свою правоту. Главная цель агрессора – вызвать реакцию и спровоцировать конфликт. Когда он поймет, что вы не попадаетесь на его уловки, он, скорее всего, пойдет искать другое место для троллинга. Пожалуйтесь на пользователя администратором сайта. Большинство сайтов системы интерактивного общения имеют соглашение об условиях использования, которые запрещают пользователям оскорблять друг друга. Родителям необходимо связаться с родителями обидчика или четко дайте им понять, что преследование должно прекратиться. Предоставьте электронные доказательства, постарайтесь не спровоцировать защитную реакцию. Попросите помощи школьной администрации, если среди учеников наблюдаются случаи кибербуллинга. Родителям необходимо связаться с адвокатом или полицией, если ребенок в опасности. Адвокат поможет вам со всеми необходимыми юридическими процедурами, а полиция поможет принять меры по поводу угроз физического и другого насилия. И напоследок я хотела бы сказать, что интернет прочно вошел в нашу жизнь, и вопросы психологической и нравственной безопасности важны сегодня как никогда. В России около 8 миллионов пользователей глобальной сети – это подростки. Они могут играть, знакомиться, познавать мир, но в отличие от взрослых, в виртуальном мире они не чувствуют опасность. И наша с вами обязанность защитить их от негативной информации, от негативного контента. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Ирисовна. Есть какие-то к ней вопросы? Если есть, прошу написать в чате. Ага, вижу, что вопросов нет. На этом выступления наших экспертов закончились. Благодарю их огромное за выступление и предоставленную актуальную и действительно важную информацию. И спасибо и вам, уважаемые коллеги, за участие в нашем семинаре. Ну и, наверное, забегая вперед, хочу действительно пожелать вам безопасных новогодних праздников. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.